Всем привет, друзья! Вы на подкасте онлайн-академии внутреннего туризма. Сегодня мы обсуждаем такую серьезную тему, и для этого мы позвали не менее серьезных спикеров. Спросите вы, какая тема сегодняшнего подкаста? Это про меры господдержки, которую мы активно начали внедрять с этого года, и плюс будем еще какие-то меры новые предлагать, поскольку сейчас активный, бурный рост идет внутреннего туризма, и стимулирующие меры, которые готово государство предлагать, оно, как думается, на практике уже имеющихся мер поддержек, уже обретает вид жизнеспособных проектов. Сейчас мы обо всем этом обсудим с нашими спикерами. Это Ералы Тлеуов, директор астанинского филиала туроператора «Компас», и Тимур Кужубеков, директор департамента реализации системных мер в АОНК «Казахтуризм». Здравствуйте, уважаемые коллеги, добро пожаловать. Добрый вечер. Да, и в первую очередь, еще раз скажу, в начале этого года, несмотря на те события большие, которые происходили, в внешней, внутренней обстановке в Казахстане в целом, и тем не менее меры, они внедрены, они заработали, но обороты начали принимать только ближе, можно сказать, к весне. Есть у нас программа Kids Go Free, она опять-таки совпала с тем, что первые весенние каникулы, они когда дети отдыхают, и родители начали обращаться к туроператорам, потому что мы много где в средствах массовой информации заявляли о том, что этой программой можно воспользоваться, обращаясь к туроператорам. Поначалу был скепсис у населения, у туроператоров, через которых проходит эта программа. И реально, действительно, Тимур сейчас подтвердит, мы получали небольшое количество заявок. Если по статистике будет информация, можете добавить. Сейчас поговорим о сегодняшнем положении дел, можно сказать, когда у нас, в принципе, прошел какой-то большой апробационный период, и на деле мы посмотрели, как программа работает и может работать. Об этом можно, наверное, спросить сразу у Ералы, как непосредственно бывшего в гуще событий в начале и истоков реализации. Такое, да. Какие впечатления сейчас от программы и что было сложно в начале и к чему мы пришли сейчас? Ернур, спасибо, что пригласил нас. Действительно, надеюсь и уверен, что у нас будет такой интересный формат в виде подкаста, что мы действительно раскроемся, обсудим все детали, тонкости по программе Kids Go Free. Вообще, в целом, какие у нас будут опыты, где мы можем друг другом поделиться. Мое участие, то, что касается программы Kids Go Free, это началось, если не ошибаюсь, когда рабочая группа собирались, мы в Алмате, в Астане собирались, Казахтуризм собирал, узнавал экспертные мнения, в каком направлении мы должны двигаться, что нужно делать, какие у нас плюсы. То есть мы, когда рабочая группа это всем занималась, мы максимально делали безболезненные для населения. То есть конечный продукт это пользователи, это граждане Казахстана, которые готовы путешествовать с детьми. Да. Культурный, чтобы был, сразу, чтобы было правильно даже всем зрителям, чтобы сразу понятно было. Культурно организованный, Культурно организованный. У нас была одна цель. Что-то должны мы начать, чтобы именно культурный вид туризма в Казахстане, именно внутреннего туризма, чтобы она выросла. Чтобы мы создавали свою культуру туризма, чтобы каждый гражданин мог пользоваться своими же достижениями, которые потом мы все были гордились бы. Естественно, данная программа, она новая. Я за свой опыт в туризме не так большой. Не знаю ни одного государства, когда государство специально выделяет денежные средства, чтобы делать для детей бесплатно. Kids Go Free, слово у нас в области туризма, кто работает, кто живет, она очень известная. Это выполняется со стороны бизнеса. Либо иностранные отели делают такие вещи, либо авиакомпании. То есть такие плюшки бизнес делает тогда, когда им нужно перекрыть либо койки мест в отеле,
либо сезон, да? какие-то не сезонные, низкие сезонные, они перекрывают в самолете кресла, Мгм, да, то есть мгм. это бизнес сам по себе делает. Но когда государство тебе помогает и государство готово вкладываться на данную программу, то вообще мы воспринимали шикарно. То, что когда начали программу Kids Go Free, как туроператор Компас, конечно, мы были первыми, что в данной программе будем участвовать, так как мы уже в рабочих программах, мы уже понимали, куда мы идем, и нам это как-то было легче. Естественно, основной игрок в Казахстане, как в виде Компаса, у нас и был, уже есть большой пул туристических агентств, которые бы распространяли и продавали бы данный продукт. Цена вопроса стояла, что мы объявляем, мы заключаем контракт с Казахтуризмом и объявляем данный продукт. Мы быстренько сделали вебинары, мы сделали семинары. То есть мы своих же агентов, которые будут продавать данный продукт через нас, мы подготовили. Когда в начале программы мы начали, очень много было нюансов. Да, действительно, все воспринимали в штыки. Почему столько-то документов нужно собирать? Почему это мы должны заставлять? Но у нас был один тезис. То есть это деньги народа. Это государственные деньги. Это деньги подотчетные. Когда уже мы все это воспринимали, буквально первые недели 2-3 мы отбивались, объяснялись, отбивались, объяснялись. Но уже второй месяц программа, она зашла. То есть агенты уже начали, в принципе, понимать, да? Да, агенты начали принимать данную И информацию. культура восприятия пошла уже. как Культура правильно, восприятия да? пошла. Почему? Мы тесно сотрудничаем с агентствами. Очень тесно. У нас коммуникация на сегодняшний день, она максимально на уровне Казахстана. Мы максимально со всех сторон контачим с нашими агентствами. И сразу же, когда турист уже, благодаря вам, услышал через средства массовой информации, когда все начали говорить, что мы летим бесплатно, естественно, сразу же сказали, обращайтесь к своим турагентствам. И начал вот прям бум на втором месяце, даже через недели 2-3, был прям обвал звонков. Представьте, весь Казахстан, который иногда за рубежом обращается к туристическим агентствам, начали обращаться к туристическим агентствам. Естественно, это подтолкнуло на то, что агент должен быть профессионально преподнести все нюансы, плюсы, как посчитать и так далее. Естественно, когда бизнес сам включается в этот проект, в любом случае, прежде чем подавать информацию в ценовом диапазоне, в любом случае он будет сравнивать. То есть каждый пункт, авиабилет, отель, трансфер, страховка отдельно считает и предлагает вариант А – Kids Go Free, вариант Б – такая-то сумма. Даже каждый турист, он в любом случае будет считать экономию семейного бюджета. Ну, это визуально обычно, да, то есть тебе предлагает хлеб за 100 тенге, либо хлеб за 120 тенге. Но хлеб то же самое. То есть цена вопроса, кто как продает или кто как упаковал, да? Кто как упаковал, Да. кто как рекламировал, кто как продвигал этот продукт, Кто как преподнес. кто как преподнес. Так же и здесь. Такой же формат работы с клиентом B2C, он такой же здесь и сработал. То есть, когда мы уже говорили вариант А, Kids Go Free, туристы говорят, окей, оформляйте. Какие документы нужны, и они им сразу высылают такие. Да, изначально сразу на такой наплыв туристов, звонков, обращений агенты не были готовы. Это нужно признавать, но мы со своей стороны сделали максимально. Специально мы вебинары делали, специально мы каждого агента вызывали, обучали. Но работа зря не пошла. Это нужно признавать. Это действительно достояние. На сегодняшний день мы гордимся, вот как оператор Компас, мы действительно гордимся, что мы лидеры по данному проекту. Мы еще не останавливаемся. Более того, скажу, когда у нас такой интересный момент случился, авиакомпании начали прыгать, играть в ценовом диапазоне. Ну это, возможно, из-за спроса, да? Да, и естественно, когда спрос пошел, когда лето, и мы видели отсутствие свободных билетов, либо цены нереально завышенные были. Ощутили это. Ощутили, то есть мы уже, да, как бизнес, мы понимаем, что, ну, то есть в Алмату в одну сторону покупать за 100 тысяч тенге билет, то есть хоть какая программа там не пройдет. И мы, как оператор, крупный оператор, мы обратились к Аэростане, что мы хотим по направлениям Астана,
Актау, Астана, Туркестан, Астана, Алматы. Почему именно вот эти направления? Потому что на тот момент, когда мы хотели брать жесткие блок-кресла, статистика, что спрос именно по Kids Go Free шли по этим направлениям. И когда это Значит. все мы понимали, что действительно нужно уже цену застолбить, забронировать, чтобы цена не менялась, эффект еще был больше. То есть, когда мы начинали, в начальном этапе мы говорили, забронируйте, по факту, к примеру, авиакомпания Flyerastan говорила, на сегодня вы забронировали на секунду, на данную секунду, цена повысилась на 100 тысяч, на 50 тысяч, и она постоянно повышалась. То есть, в любом случае, по нашему менталитету, регулярным рейсам, все-таки хотят. Вот сказали эту цену, чтобы она была. Естественно, мы к этому шли и взяли жесткие блоки на авиакомпаниях Air Astana, мы выполняли по данным направлениям, чтобы она безболезненно к туристу ушла. Потому что каждая отрицательная энергия через туристических агентств к нам возвращалась. И мы уже как понимаем, что это как бизнес. Да, ребят, действительно, оказывается, можно работать. Можно взять жесткие кресла. И мы их продавали. У нас на Flyerastan, у нас на Air Astana, у нас было жесткие Ровно кресла. тоже вот, да, извиняюсь, что перебью, была же практика, именно которую вы сейчас вот описываете, на зарубежный отдых. То есть туроператоры, да, многие, они именно выкупают жесткие блоки и на авиа, и на гостиницы заграничные. То есть, получается, вот эта механика, можно сказать, она потихоньку переносится на отдых внутри Казахстана. Абсолютно. То есть, тем самым, получается, воспитывается культура не только у туристов, как потребителей услуг, но и бизнеса, как непосредственно предлагающих эти услуги. То есть, они уже сами тоже идут на жесткие блоки, фиксирование цен. То есть, в конечном итоге, получается, туристы, которые обращаются именно вот к туроператорам за готовым пакетом, да, они в цене выигрывают. Да? Даже больше выигрывают. Да. У меня буквально вот сегодня был звонок. Я расскажу, что у меня мой номер на сайте Казахтуризма, в статье, где мы писали про механизм Kids Go Free, написали мой номер. И ко мне вот обращаются, ну, в день бывает реально где-то 2-3 звонка точно каждый день. Люди звонят, спрашивают. Вот, да, потому что они тоже смотрят, сравнивают, и, допустим, они вот приходят ко мне со звонком после того, как посмотрели нашу инстаграм-страницу Kids Go Free KZ, посмотрели страницы туроператоров и звонят ко мне и говорят: так и так, мы сейчас вот хотим отдохнуть в Казахстане и воспользоваться программой Kids Go Free, но мы думаем, все-таки выгодно нам самим организовать этот отдых. Я тогда привожу доводы, что вы лучше позвоните туроператорам и реально вот с ними созвонитесь, они вам посчитают, скажут, и вы сравните уже с тем, что вы сами посчитаете. То есть, и когда уходят с таким вот моим ответом, они уже с ответным звонком не возвращаются. Я так полагаю, что, скорее всего, они уже либо обратились к туроператорам и получили удовлетворительный ответ. Ну да. Да. В противном случае они просто мне еще раз позвонили бы. К теме, я вот вижу, что полностью вы погружены в тему Kids Go Free, ее реализации, тонкости, да, и теперь хочу услышать еще и мнение моего коллеги Тимура. Все-таки мне интересен, мы, даже если работаем в одной компании, все-таки некоторые нюансы мы можем не знать. Я к тому, что какая была предыстория, какие-то, может, были тонкости, проблемы, ну, когда программа готовилась, внедрялась, или первую пору, когда приходилось разъяснять, да, всю эту работу. Что можно вот рассказать по этому? Вообще внедрение Kids Go Free мы начали обсуждать в рамках новой нашей на тот момент государственной программы. Она была принята в 2019 году, и там приблизительный механизм мы прописывали, что мы планируем, мы хотим разработать такую программу Kids Go Free, благодаря которой государство будет субсидировать детские авиабилеты в рамках турпакетов. Тогда у нас было несколько вариантов, то есть подходов, механизмов, как мы хотим, к чему мы пойдем. Да, мы встречались и с авиакомпаниями, планировали напрямую к авиакомпаниям, встречались и с туроператорами. То есть было очень много обсуждений.
Ерлы тоже подтвердит, Да. наверное, и Мгм. участвовал. То есть нам нужен был идеальный вариант, как должна заработать программа. Мгм. И тогда мы, в принципе, остановились на том варианте работать через туроператоров. И, в принципе, я уверен, что мы не прогадали на То есть самом это деле. было общее решение, к которому мы пришли совместно с Не, рынком, со ну, всеми игроками, да? Ернур, они же в любом случае же анализ сделали, нас послушали, Мгм. потом авиакомпанию Мгм. послушали, потом ательеров послушали, эксперты вышестоящих органов послушали. Это же Мгм. все упаковалось, чтобы предоставлять этот Мгм. формат. То есть, да, то есть мы в 2018 году начали. Вот я же помню, Да, в 18 внесли году. начали одновременно двигать внесение изменений в наш отраслевой Мгм. закон. В прошлом году глава государства подписал внесение, Мгм. и в прошлом Да. году нам нужно было утвердить правила. Мгм. И мы их утвердили, которые с 1 января 2022 Мгм. года начали действовать. То есть, ну да, еще раз для большого количества зрителей нашего подкаста объясню, что мера Kids Go Free, она закреплена законом. То есть все участники программы, ну, имеется в виду туроператоры, через которые реализуется программа, они защищены законом. Все правильно. То есть то, что прописано в законе, оно должно исполняться. В законе прописано, что правила разрабатывает у нас уполномоченный орган, а администрирует Да. программу национальной компании «Казахтуризм». Хотел бы также акцентировать внимание, что в рамках внесенных изменений в закон было предусмотрено 7 новых мер. Мгм. Из них одна мера Kids Go Free администрируется национальной компанией «Казахтуризм», Мгм. 4 меры реализовываются на местном уровне, и 2 меры реализовываются Министерством культуры и спорта, нашим уполномоченным органом. В принципе, Вот в начале, я вот помню те моменты, когда очень много было вопросов от туроператоров. Мы чат Да, создавали, мы и чат так, создавали. и со всех, и Дамир звонил, и Тимур звонил. Ну, И нет, все-таки... на самом деле, да, это было очень тяжело. ажиотаж был очень большой. Мгм. Вот буквально март, апрель, очень большой Да. ажиотаж был, когда нас, в принципе, и поддержали наши коллеги. Вот я помню вот эту первую неделю. Да, Да, я помню. Буквально разработкой программы занимались у нас 2 человека. Мгм. А когда у нас пошел наплыв, у нас все сотрудники нашей компании, вот Да. Ернур, вы, наверное, тоже помните, все абсолютно все подключали, оставили, да, все, да, Kids да. Go Free, вся все, компания. все подключались к вопросу по разъяснению, как правильно, как что. Потому Да. что все-таки в новостях услышать что-то, Да, какую-то где-то что-то выдается, информацию. да, дозированно, Да. где-то что-то не доскажут. Да, Поэтому... но у нас у населения менталитет такой, они где-то услышали, нужно Мгм. перепроверить. Мгм. И из-за этого... Весь удар мы получили. Да, и из-за этого у нас, Потом мы вас. если мне не изменять память, мы в день по 3-4 интервью давали вот в первый Да, день. было дело. Вот Да. начальный, поправьте, если я Мгм. ошибаюсь, в начале даже вот прием заявок, первых, да, заявок, он занимал, ну, сколько? В Очень правилах написано запасом, да, можно сказать, на 30-40 В дней. правилах прописано, мы как национальная компания рассматриваем заявку в течение 10 дней. Мгм. То есть мы ее рассматриваем на Да. полноту, на правильность и так То есть с далее. момента, как туроператор подал заявку, Да, у мы нас ее есть рассматриваем. 10 Да, дней. у нас есть 10 дней. Но на практике сейчас у нас есть несколько заявок. Самые быстрые заявки, я их называю, срок, мы их оплатили в течение 4 рабочих дней. Мгм. То есть она к нам поступила в национальную компанию, мы в этот же день ее проверили, и в этот же день мы ее отправили на оплату в Министерство культуры и спорта. Ну, по механизму так происходит. Через 3 дня Министерство культуры и спорта нам выплачивают сумму на субсидию, и в этот же день мы отправили ее туроператору. 4 рабочих дня – это наш рекорд. Ну, Да. в подтверждение слов Тимура, задержка оплаты, там каких-то проблем, Мгм. как мы же в любом случае же деньги фрахтуем, деньги замораживаем, как оператор, как крупный. У нас были большие объемы. Но мы такое ощущение задержки, каких-то проблем со стороны
Казахтуризма мы не ощутили. То есть вы То не есть в звонили любом нам, случае- где нет, деньги, нет. где деньги? На самом деле В мы, начале было возможно. мы, но потом- мы как национальная компания, мы тоже очень сильно заинтересованы в том, чтобы побыстрее оплатить заявку. Мгм. На самом деле это и наша эффективность, это и наша цель была, потому Да. что мы понимаем, что это деньги бизнеса, нам нужно их скорее вернуть. То есть мы придерживались только такого мнения. Да, вначале у нас были проблемы с тем, что мы очень долго рассматривали заявки. Но мы тогда пошли таким способом, что мы первые заявки рассматривали в ручном режиме. То есть мы садились и с юристами, и с бухгалтерами. Первые заявки рассматривали полностью. Рассматриваем. Если есть какие-то проблемы, мы сразу напрямую звоним нашим туроператорам, говорим, вот у вас здесь нужно исправить то-то, то. Хотя по закону мы можем с бизнесом работать официально, но мы не придерживаемся никогда такой политики. Мы стараемся максимально заранее. Да, мы могли забюрократизировать, написать официальное письмо, отправить. То есть ваши заявки, ошибка такая-то, такая-то, пожалуйста, и исправьте. Мы не придерживаемся никогда такого принципа. То есть я напомню, повторюсь еще раз, что наша цель была именно в том, чтобы поскорее выплатить те субсидии, которые туроператор за свой счет выкупил стоимость детских авиабилетов. Ясно. Это был наш принцип, скажем так. Спасибо за такой ответ. В принципе, вы следите за СМИ, следите за мнением общественности. Вот мне кажется, население, оно более-менее уже даже на уровне восприятия привыкло к Kids-Go-Free. Раньше, если помните, мы думали, вот как-то, может, надо обозначить Kids-Go-Free, переводить, говорить. Но, в принципе, оно как оно легкое, да, очень, легкое, да. И бизнесу хорошо знакомое, да, сочетание Kids-Go-Free. И оно прижилось, и многие знают, что это подразумевает бесплатный перелет детей. Но есть люди, которые вот все-таки чуть скептически, наверное, относятся к программе, да, но тем не менее мы вот какие-то вот объемы, наверное, большие планировали, но не достигаем. Как мне кажется, это вот кризис новых проектов, да, когда вот изначально большая идея, она сталкивается просто с тем, что вот непонятен, да, или вот пока не распробуешь, не поймешь, да. Вот сейчас вот потихоньку однозначно те, кто слетал по этой программе, они возвращаются, кстати, повторно? Да, к нам очень много туристических агентств обращались, что данный турист может ли воспользоваться вторично, либо в третий раз в течение года. Да. Мы говорили, да, цена. Только вопрос в том, что данная программа рассчитана только для граждан Казахстана. Кстати, да, по этой программе... Только для граждан Казахстана. Она не означает, что один раз ты в год использовал или вообще в жизни, да, и ее больше не надо будет ждать. Реально, по этой программе можно хоть сколько, хоть каждый месяц, каждую неделю. Мы говорили, да, обращайся, приезжай, отдыхай. Примеров у нас очень много было. Главное, покупайте тур у туроператора. В любом случае, в продолжении Ернура, да, ребят, нужно понимать, что мы ментальны, да, менталитет у нас, восприятие, что-то новое, именно в страновом масштабе, она сразу не зайдет. Да, у нас будут какие-то гайки, где мы можем подкрутить рабочие процессы, где согласовано, что мы можем, что вы можете нам дозволять, что мы можем позволять себе. Но в любом случае она будет восприятие по-разному. Но массовость, что вся страна об этом узнал, это да, есть. Но, ребят, этой программе всего лишь с января года нет. Я слышу очень много скептических мнений, но, наверное, скорее всего, об этом говорят те люди, которые вообще в туризме не работают, либо примерно даже понимания не имеют. Потому что мы жаждали об этом. Это же для туристических агентств, что культура восприятия именно туризма, чтобы они к ним пришли. Они же потенциально могут несколько раз программу использовать. Лояльность клиента. Лояльность клиента. И таких примеров очень много. У них база клиентская увеличилась.
они не только поехали в Актау, они же потом поехали в Алмату. То есть нужно понимать, немножко нужно время, чтобы она была в стандартном таком уже бизнес-процессе. Да, вначале может еще это продолжится год-два. Но она будет. Я продолжу. На самом деле мы смотрели и мониторили количество заявок помесячно, да, и мы можем сказать, что в первом месяце у нас было 6 заявок, а в сентябре уже около 300 заявок. То есть в месяц, да? Да, конечно. Рост шел каждый месяц. Конечно. Каждый месяц мы получали больше интереса, больше звонков, больше вопросов, но это была не критика, это больше нужно было подтвердить населению, что да, это ты действительно можешь, есть, ты можешь, это работает. Ты можешь полететь, не ты, а семья. То есть Да. мы за счет туров и за счет именно семейных туров, у нас же цель именно стимулирование семейного тура, то есть мы там очень много можем и решить и повысить культуру как и организованного туризма, да? То есть это первое. Второе, мы повышаем ценности, семейные ценности, да? То есть отдых семьи. Мы повышаем доступность семейного отдыха. На самом деле, там, если сравнивать, но говорить о процентах, около 30% семья экономит на отдых внутри Казахстана только за счет программы Kids Go Free. Я считаю, это очень хорошая поддержка именно семейному и отечественному туризму. Да, как мера прежде всего нацелена на стимулирование, да, отраслей, не как просто как субсидия для населения и социальное ориентирование, да, программы, но и как программа, стимулирующая туроператоров, принимать туристов через себя, пропускать и тем самым повышать свои предложения. То есть от количества этих самых, от количества вот этого спроса вы реально вот начинаете лучше готовить свой пакет. Правильно? Вы находите новых агентов, вы находите новых поставщиков услуг, с которыми вы больше работаете. Они видят такой спрос и начинают улучшать свое предложение. И это здесь, как мне кажется, срабатывают законы рынка. Чем больше участников, тем борьба за конечного потребителя, туриста, она будет все сильнее становиться, а это, безусловно, приводит к тому, что конкуренция, она в итоге выльется в улучшение предложения для туриста. Здесь выгодополучатели от программы, как ни смотри, вот здесь нету проигрывающих сторон. Здесь вы получаете поток, те места размещения или заполняемость гостиниц. Кто услуги транспорта предоставляет, кто экскурсии предоставляет. Нет, соприкасающих именно бизнес рынка здесь, конечно, большое количество. На самом деле, я хотел бы добавить, что в рамках на текущий момент туроператоры реализовали общее количество туров на сумму более 340 миллионов тенге. Это имеется в виду весь то, что мы продали пакет. Это то, что продали туроператоры. Все То туроператоры. есть это практически равно тому, что государство выделило на эту программу. В принципе, да. Об этом и тоже много говорится, но мне кажется, опять-таки возвращаясь к тому, что программа новая, все-таки ей нужно время, да? Конечно. Это вот на примере могу сказать, что у нас Казахтуризм пару лет назад ввел систему учета иностранных туристов Якуна. Там также в начале первые месяцы были всего 50 мест размещения, которые подключились к системе. Мы дали в ручном режиме, ходили, отрабатывали со всеми местами размещения, доказывали плюсы и нужность этого проекта. Сейчас к этому моменту, сколько думаете в системе? Я просто знаю, я не буду. Около 600 как минимум, мне кажется. Около 600. Сейчас в системе Ехуна подключено 38 тысяч уже мест размещения. Здесь сюда же. Здесь физические лица, которые могут. На самом деле это очень круто. И я считаю, система, она позволяет именно обычным людям принимать иностранных туристов. То есть мы от 1С перешли, Ехуна, да?
Тут приходишь, говорит, Каспий, покажи, говорит, ты оплатил или не оплатил бронь. Есть, не знаю. Говорит. Ну, это же То есть, крутая если тема. раньше им приходилось там, миграционные службы ходить, Да. то сейчас они пришли. Просто система, она, Kids Go Free, как вот новая система, она может сейчас восприниматься через штыки, но по каждому... Но цифры говорят цифры, другое, на конечно, самом деле. Да, это же круто, ребят. ежемесячный рост, я так считаю. Даже если мы оплатили одну заявку, я считаю, это говорит о том, что механизм рабочий, на самом деле. Даже вот с системой Екунак в начале 50, потом 100 и так далее, рост. 38 тысяч. Такое же... Вы меня удивили, по аналогии. честно Да. говоря. Мне кажется, и те, кто Просто смотрит уже этот спрос подкаст, есть, тоже рынок есть, удивятся, конечно. что программа Kids Go Free, оказывается, работает. Можно много говорить про тему Kids Go Free, насколько она сейчас хороша, не хороша для одних, для других. Ну, у каждого есть реально свое мнение и отношение к этой программе. Ну, возможно, покажет время, насколько успешной была эта мера, насколько мы были далеки, может, от идеала, сейчас уже находимся, да, но, тем не менее, работа покажет результаты в дальнейшем. Здесь бы сейчас хотелось проговорить еще другие меры, которые мы можем и должны, может, реализовать в ближайшее время, поскольку как Казахтуризм, такие какие другие профессионалы, возможно, отрасли и в целом население, оно сейчас вот в век доступности, да, информации реально видит, и по комментариям даже мы видим, что люди говорят про кэшбэк, то есть как меру стимулирования или мотивации, да, на отдых. Мы видим, что эта система есть в России, есть эта мера в Узбекистане. То есть насколько в проработке сейчас у нас этот вопрос, и какие предложения мы можем предложить, какие предложения у нас сейчас имеются для населения по реализации этой программы? На самом деле, да, мы впервые об этой программе услышали от наших соседей в 2020 году. Они в пилоте запустили туристический кэшбэк, так называемый. Это когда государство тебе возвращает часть расходов, которые ты понес за свой отдых внутри страны. В Узбекистане с 1 сентября внедрен уже кэшбэк, но мы также не отстаем от наших соседей, мы изучаем опыт, уже есть несколько вариантов механизмов, подходов, как мы хотим реализовать, что мы хотим реализовать. Пока наиболее рабочий вариант для нас, конечно, это идти по аналогии Kids Go Free, но это пока как вариант. Да, может, все-таки попробуйте рассказать какие-то вот инсайды, да, для первых слушателей, которые вот увидят этот подкаст, что может представлять собой кэшбэк, предложенный нами, государством в целом для населения. Может, какие-то там есть определенные тонкости, моменты, которые мы предлагаем? Мы думаем, что внедрение кэшбэк, оно позволит нам стимулировать отдых наших граждан в период низкого сезона. Потому что летом, в принципе, у нас спросом нету проблем, да? Спросом. Зимой культура у нас зимнего отдыха уже сформирована. Мы обратили внимание, что есть все-таки спрос на отдых в период так называемого низкого сезона. Это март, апрель, май. И это сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть это именно те 3 месяца, когда бизнес, в принципе, не такой активный, как в период высокого сезона, и когда у нас наиболее низкая заполняемость мест размещения. То есть благодаря системе и благодаря внедрению кэшбэка мы можем также продолжить те наши идеи, принципы, которые мы зарождали и которые есть в Kids Go Free. То есть через туроператоров? Через туроператоров. То есть это в первую очередь организованный туризм. Там уже не будет
не будут ограничений, и мы не будем ориентироваться на семейную отдых. То есть Здесь могут там воспользоваться любой просто гражданин, компания друзей, да? компания друзей, туры выходного дня, Мгм. любые локации, минимальное количество ночевок. Но есть идеи применить дифференцированный подход. Мгм. То есть мы хотим на те новые направления в Казахстане применять повышенный кэшбэк, а на те развитые популярные направления. Ну, делегировать. направления, да, Какие новые направления? Улытау, Мгм. Абай, Мгм. Жетысу. Мгм. В принципе, мы видим в этом очень большой потенциал, и я думаю, мы сможем именно через дифференцированный подход управлять потоками. Мгм. А здесь вот как-то в процентном выражении сколько? Да, это мне Да. прям важно, Этот бизнес, Тимур, ну, все-таки, наверное, я-то представляю туристическую отрасль уже как рынок, да? То есть как это будет работать? Вот, к примеру, да, вот ты скажешь, Ералы, вот вы поедете, дайте нам 10 человек, мы вам дадим кэшбэк, например, Мгм. на низкий сезон в Абайскую область. Мгм. Хорошо, мы тур сделаем, мы это все сформируем. В каком процентном соотношении или эквиваленты к тенге, это как это будет происходить? Ну, пока мы рассматриваем 20% кэшбэка Максимально, да? максимально именно это на новые направления, и 10% это уже на популярные. От стоимости тура. От стоимости тура. Мгм. То есть никаких ценовых порогов, никаких ценовых ограничений мы не хотим применять. Мы хотим применить такие же максимально упрощенные условия, как и в рамках Kids Go Free, когда мы там привязались к местам размещения. Здесь мы хотим единственные условия поставить минимум 2 услуги. То есть Туристские услуги да, должны быть в пакете, минимум, да, то есть и, Трансфер это я и понял. по закону, то есть Туристический продукт туристический продукт, он состоит из минимум 2 услуг. и выше. Но одна услуга должна быть это размещение в гостинице. Мгм. в местах Согласно размещения. ехунах, да? Да. То есть Всё. вот такие, то есть ключевые моменты, я просто от всего отрасли буду спрашивать. Меня интересует такой живой формат. Да. Ну, тема действительно интересна, Тимур, да, то, что вы этим занимались, я в курсе. Но если к этому мы уже ближе подходим, потихоньку мы своих агентств будем готовить к этому. Да. То есть туроператор тур создал. Мгм. Да, там отель и авиаперелет, отель, там что-то составляющее мы создали. Мгм. Она стоит 100 тысяч тенге. Мгм. Это брутто для агентств идет. Мгм. У нас есть контракты, которые мы выплачиваем агентам, агентские Мгм. вознаграждения. Мгм. То есть турист, конечный потребитель, обращается к турагенту. Мгм. Турагент также дает 100 тысяч. Минус 20%, 10-15% от 100 тысяч брутто будет идти. От той стоимости, которую заплатил турист, я скажу Ну так. все, Мгм. тогда да. Намного Всё, проще. вопрос. Да. Я Но думаю, на что- самом деле это, наверное, первая такая встреча, на которой мы обсуждаем Да, впервые. я сейчас Да. тоже поймал себя на мысли, что первые... Не, да, ну вот ж- да. это же круто же. То есть ты уже еще... Ну это же как у нас банковские приложения, да? Да. То есть Мгм. ты в магазине купил хлеб, и еще тебе возвращается 5 тенге, там, я Бонусы, не знаю. кэшбэк, да. Да. Но здесь, Ерлы, нам важно ваше мнение. Вот, как бы вы хотели видеть? По Механизм. аналогии Kids Go Free, чтобы мы возмещение выплачивали туроператору, и чтобы туроператор замораживал свои деньги и выплачивал кэшбэк напрямую туристу, или мы готовы рассмотреть вариант, когда Турагент. турист Напрямую туристу, сам да? напрямую обращается в национальную компанию, Мгм. и Ну, после то есть того, как здесь уже обратился... мимо туроператоров он идет, Нет, получается. нет, он не мимо Нет? туроператора. Он в любом случае случае в должен пакете. обратиться к туроператору. Мгм. То есть, согласно законодательству, минимум 2 услуги, по которым он отдыхает, должны быть заключены договор на туристское обслуживание. да. То есть это подтверждает то, что этот туристский продукт сформирован туроператором. Здесь ни в коем случае мы не отключаем туроператоров. Мгм. Мы Мгм. облегчаем, можно сказать так, порядок взаимодействия туроператоров с государством. Мы Мгм. стимулируем население идти к туроператорам за организованный туризм. Мгм. И чтобы потом турист сам был заинтересован пойти к туроператору, затем собрать документы, подать заявку и получить свой кэшбэк, скажем так. Ну, Тимур, здесь, ну, действительно, у нас уже есть программа Kids Go Free.
она уже, в принципе, бизнес-модель уже как-то выстроена, что уже рынок туристических агентств и туроператоров к этому готова. Цена вопроса, когда вы отпускаете его на большое количество скидок, акций, кэшбэков на большое количество, естественно, нужно контролировать. На сегодняшний день культура даже туристических агентств, она еще не полностью состоявшаяся. Мы, к примеру, как оператор крупный, я вам скажу, в день я 50 контрактов новых получаю. В день. Это хорошо или это плохо? Это хорошо, это растет. Но также и в день 50 турагентств закрывается. То есть здесь риск, если вы будете контролировать весь 15-20 тысяч туристических агентств Казахстана, тогда и у вас физического времени не хватит, и механизм вам нужно новый придумать. Если вы будете контролировать и сотрудничать активно с действующими операторами крупными, за которыми есть большое количество, большой багаж туристических агентств, которые будут напрямую касаться. По закону туроператорской деятельности мы напрямую не имеем права работать с туристами. У нас для этого есть между туристом и туроператором есть агент, то есть рабочий механизм. Также Kids Go Free, мне кажется, самый идеальный вариант, когда вы можете контактировать с основными игроками и теми заявителями, которые хотят участвовать в данной программе. Лучше, мне кажется, так работать. Естественно, если цена вопроса касается опять финансировать и использовать какие-то оборотные средства туроператора, но не все могут сразу позволить данные, потому что, возможно, будет это месяц, возможно, это будет, когда тур закончится через полгода. Да? То есть не все операторы готовы замораживать какие-то денежные средства из оборота. То есть, по мне, на сегодняшний день более или менее выстроено, что есть, это Kids Go Free. Да, мы будем готовы использовать его в летнее время. Да, когда низкий сезон, мы можем возвращаться к кэшбэк. Естественно, там уже делегировать по регионам, по направлениям. То есть эти программы могут взаимодополнять друг друга? Я не вижу никаких ограничений, чтобы семья слетала по Kids Go Free и получила кэшбэк. Еще двойной получается. То есть, так, Тимур, это уже интересно. Я вижу, да. Потому что на самом деле мы в рамках Kids Go Free субсидируем авиабилеты, да? То есть турист, семья, то есть он не платит за вот эти деньги, это не его расходы, это расходы государства. А мы в кэшбэке субсидируем расходы внутренних туристов. То есть тур стоит 500 тысяч тенге, он пришел к туроператору по программе Kids Go Free. Минус 100 тысяч тенге, ну, грубо говоря, детские авиабилеты. Внутренний турист, семья заплатила туроператору по программе Kids Go Free 400 тысяч тенге. Он и государство вполне может ему, в принципе, и выплатить кэшбэк за 400 тысяч тенге. То есть еще турист может... Почему бы и нет? Не. Смотрите, здесь мы решим несколько вопросов. Кэшбэк, он будет действовать в период низкого сезона. То есть мы предлагаем новый продукт для семейного отдыха, что нам интересно. Новые направления и дополнительно стимулируем. Я, в принципе, не вижу здесь никаких... я не юрист, конечно, но потенциально отраслевых каких-то ограничений здесь нет. И я считаю, что мы можем, в принципе, так поработать. Я думаю, для внутренних туристов будет вообще... Нет, ребят, я вот предложение Тимура, да, что вы понимали, уже я вот своих друзей, операторов, я уже понимаю, что на следующий год операторы готовят финансовую подушку, чтобы зайти в программу Kids Go Free. Если к этому времени еще приготовится кэшбэк-программа, естественно, в любом случае рынок турагентств будут в спросе, потому что туристы будут прямо к ним приходить. Среди агентств прямо сейчас реально большой спрос. Да, спрос есть, когда действительно турист обращается. Даже у меня вот один пример, директор одного турагентства спрашивает, я сама воспользоваться? Я говорю, ты гражданка? Он говорит, да. Пожалуйста. Она прям с дочкой вылетела в Туркестан. Она мне вот так показывает. Играла у меня 390 тысяч вышла, а через вашу онлайн-систему у меня 340. Да вы что? У меня 60 тысяч тенге экономил. Да, я могу, в принципе, дать ее контакты. То есть, даже когда
Да, даже когда директора, владельцы туристических агентств с опасением смотрят, потом уже видят, что разницу 60 тысяч экономики, и с дочкой они полетели в Туркестан и увидели, это вообще красота вообще шикарная, то есть столько эмоций от детей, да. Она вот действительно говорит, давайте другие работать. Я знаю, что на следующий год уверен, что другие крупные операторы, которые на территории Казахстана, будут заинтересованы, будут к вам приходить. Давайте мы тоже будем подавать заявку. То есть это нужно время. В любом случае рынок свое выстроит. Механизм, рабочий процесс мы в любом случае выстроим. Потому что если спрос со стороны туристов есть, если эти туристические агентства спрос к нам отправляют, мы будем это. Но цена вопроса, мы хотим быть первым. И мы это делаем. Я, в принципе, здесь хотел бы дополнить Ералы в той части, да, что, да, действительно, есть крупные игроки, которым, Да. в принципе, готовы участвовать в программе. Но по нашим заявкам у нас также есть и мелкие игроки, которые, в принципе, Да. тоже, ну, не в таком количестве заявок, но факт есть. Они пришли, они поучаствовали, то есть и каждый день мы получаем от них дополнительные какие-то запросы, мы их консультируем, то есть Конечно. тут нет никаких ограничений для туроператоров, да. Да, согласен, это рынок. Если крупный бизнес готов, он всегда это сделает. Да. Для мелкого, мне кажется, это чуть-чуть не проблематично, то есть для него это все-таки заморозка своих финансовых средств все-таки ощутима. Но те компании, которые к нам пришли, мелкие, они реализовывают. То есть факт. имеется в виду, Нет, у них конечно. получилось, да? У них как бы получилось. У них Мгм. получилось. При желании они Это могут когда только-только начинается, всегда же у нас опасно. Это всегда. Всегда такое. А если нам не выплатит государство, я Кстати, потом были не такие хочу случаи. судиться, У нас а были. потом мне надо же знакомого найти. У нас Так, были. кто там есть? Нет. Ну, у меня посыл был такой. Был закон, 5 Да, букв, да. и все. За спиной у тебя закон стоит. Но у меня был. Никого нет выше закона. У меня был один посыл для туроператоров. Кто начнет первый, тот и выиграет. Мгм. Да, это Честно. мы почувствовали, Ну, да. В принципе, Кто ну, начал к первый, этому тот и времени, выиграл. да, реально. Чисто в рыночных Согласен. отношениях. Мгм. Есть что по этой теме еще прибавить, добавить или Да, какие-то у меня есть- новые идеи? У меня есть, Господдержки, я тоже предложения. хочу, да, Мгм. если мы насчет идеи и предложения, опять-таки я буду исходить, ребята, от того, что ежедневно мы сталкиваемся. Мгм. Ежедневно какие отзывы, предложения, пожелания будут говорить туристическое агентство. Был опрос, и очень много откликов было на вопрос подключать к этой программе ЖД билеты. Мгм. Мгм. Но с учетом все граждане понимаем, что когда мы покупаем через абсолютно любые приложения билеты на один взрослый, один ребенок шел уже на 50%. Мгм. То есть мы уже понимали, что именно данный механизм, он, я имею в виду ЖД билеты, он все-таки летом очень имеет большой спрос среди населения, да, когда бывает даже нехватка поездов, и нам приходится нанимать. Есть предложение, что рассмотреть Kids Go Free не только на авиа, но и ЖД, Мгм. если есть предложение. И, ну, в любом случае, вы же к этому будете правильно подходить. Тут было авиабилеты мы для детей полностью возвращали, а тут КТЖ уже делает нам 50%. Если мы вот эти 50 еще уберем, Мгм. тогда мы уже как оператор, как фрахтователь данной программы, мы уже пойдем дальше. То есть мы уже не только будем жесткие кресла в самолетах брать, да? Мгм. То есть мы уже пойдем уже Вагоны. брать вагоны брать. Там и поезд нужен. Там и поезд. Ну, чтобы вы понимали, туристов, не все могут себе позволить авиа. Не все могут позволить себе в Актау полететь. Есть ЖД-поезд. То есть мы готовы с вами сотрудничать. У нас есть большой опыт. Мы летом брали жесткие блоки именно Алматы, Алаколь, Мгм. Ахчи, Алматы, Астана, Ахчи мы брали поезда. То есть у нас уже есть опыт большой, Мгм. который, если будем мы прикреплять именно ЖД, то есть как Нордстен нет. Мгм. Ну, это мое мнение, это не только мое мнение, это мнение турсообщества, которое тоже. Но есть же население, которое могут себе позволить авиа, даже при Мгм. Kids Go Free, при кэшбэке, но которые
не могут, но хотят. Мгм. То же самое Актау увидеть, то же самое Ахтубе увидеть. Тогда, мне кажется, у нас больше географическое расположение. Мгм. Также низкий сезон, который вы говорите, про Абайскую область, да, про другие те области, куда нет у нас авиасообщения, где до сих пор строятся не только самолеты, там аэродрома еще нет. Мгм. Но мы хотим туда Кицгофри. Нет. Если это будет пересмотрите, мне кажется, это было бы хорошо. Я считаю, это идея, из уст которой отходит от бизнеса. Как минимум, надо обсудить это на уровне а, компетентных органов. Мне кажется, возможно, логическим предложением как раз Kids Go Free это может и на другие транспортные виды транспорта тоже проецироваться. Хорошо, что вы предложили эту идею, да, можно сказать, тет-а-тет компетентному человеку, непосредственно тому, кто стоял на истоке создания программы Да. Kids Go Free. И как минимум это вот затравка на размышления. И если есть еще что-то Еще добавить? есть у меня есть. Отлично, И пока продолжаем. Тимура не часто видим, я хотел это все высказать. И второе предложение. Большое количество времени, все мы ценим время и дорожим этим временем. Очень большое количество времени негатива мы встречали по заполнению договоров, контрактов. Мгм. Я понимаю, что это народные деньги, это утверждает национальная экономика и так далее. Но я горжусь тем, что у нас со временем мы идем с технологией. Может, какие-то ваши технологии, IT-сотрудники, может, выработает какой-то механизм, где можно одним кликом QR-кода, то есть сразу выгрузятся все необходимые документы. Я гипотетически к этому мы придем. Нет, Цифровизация это самой по себе, очень да. классная идея. Цена Высоко вопроса времени. Да. То есть, да, ты приходишь, только заполняешь там, это обязательно для нацэкономики. То есть, если турист придет, турагентство скажет, все, я хочу завтра в Алакуль. Все, он здесь должен через течение 5 минут получить свои услуги, все. Нажал QR-код, ему подтвердили, что никаких вопросов нет, что у него действительно отец, 5 детей и так далее. Так же, как кредит мы получаем. Приходишь, QR-код, сразу фиксируется твоя история кредитная, одобряет, не одобряет. Ну, если есть возможность, в этом направлении Вообще мы супер бы предложение. сэкономили. Я к тому, что, ребят, мы должны улучшаться. Да, Мы должны конечно. улучшаться. Если действительно QR-коды, может быть, какое-то мобильное подтверждение, может, мобильное приложение для операторов, для агентов, чтобы она массовая была. Нет, я думаю, тут, в принципе, можно ограничиться тем, что... И- Да, ну, Идея, да. идея предложение. хорошая. Я имею в виду, чтобы Сократить. через QR Мгм. загружалось, автоматический договор заполнялся и выгружается, то есть физически в любом случае как-то или подписать, или что. Да. Потому что я уверен, да, что очень много времени занимает, скорее всего, заполнение договора. Просто даже когда ты, Физически. я понимаю туристов, туристических агентств, когда к тебе приходят, и ты должен же продать этот продукт, Да. еще вкусно так продать, Да. но при этом после того, как вся операция продажная пройдет, и когда ты Бумажка. переходишь на бумаги, и турист уже потом отправь мне вот это свидетельство о рождении, она кривое, она неправильная, она согнутая. То есть если есть какой-то механизм... Давайте если- поработаем. Очень, это- я думаю, думаю, это что- очень классное Коллеги, предложение. замечательно. Я Да. вижу прям ваше рвение продолжить дискуссию бесконечности, но все-таки вы говорите языком профессионалов, но тем не менее, возможно, мы встретимся уже в рамках обсуждения внедренного кэшбэка и о его ходе реализации, да, в следующих подкастах. Но разрешите на этом закончить этот эфир, этот подкаст. Он был очень таким живым. Мы Да. реально всю нашу какое-то отношение и выразили, надеюсь, в этой программе. Максимально объяснили, что такое Kids Go Free, с чем его можно есть и какие еще новые продукты, в принципе, готовы мы дать нашему рынку. Внутренний туризм он не перестает расти, мы все это видим, и нам побольше сил всем, чтобы развивать туризм дальше, в том числе благодаря мерам поддержки, которые, я более чем уверен, что они реально помогают всем участникам нашей отрасли. Спасибо всем за ваше внимание. Встретимся еще.